Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремное гадание из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под моим видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон, мои дорогие. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой дорогой ведет вас судьба? К чему вас готовит? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой дорогой ведет меня судьба? К чему меня готовит? Надеюсь, вы настроились. Я убираю назад и прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы, дать самую важную и самую нужную информацию для вас. Итак, какой дорогой ведет вас судьба? К чему она вас готовит? Так, интересно. Так, мои дорогие, начну я с того, что дорог у вас по судьбе много. Она у вас не одна, явно не одна. Здесь у вас будет момент выбора. Здесь перед вами я вижу две дороги в один момент, и потом у вас как выбор нового пути пойдет. Здесь однозначно есть у вас дорога собственного дома и дорога достижений в жизни, в реализации себя. Очень интересно. Ну, а третья дорога, она настолько вас впереди, что она здесь даже четко и не прописана. То есть просмотреть ее практически невозможно. Но вы должны понимать, что все ваши дороги судьбы и жизни ведут вас именно к достижению, к получению. Здесь очень четко я вижу, вот смотрите, вышел дельфин прям посерединке. Вот он, дельфин такой с хвостиком. Он, правда, худенький, но тем не менее, он есть, дельфин — это очень хороший знак, и он говорит о том, что у вас совсем скоро, буквально вот там, не знаю, может быть у кого-то на днях, а у кого-то в течение нескольких месяцев исполнится очень такая, знаете, давняя мечта, о которой вы там хотели, мечтали, ждали. Это вот исполнение к вам придет неожиданно, негаданно, и поможет вам в этом исполнении другой человек. Вот так вот идет. У кого-то я вижу прям кольцо идет, будет скоро свадьба, брак, предложение руки и сердца. Может быть даже и знакомство с человеком, который предложит вам, ну, связать с ним свою жизнь, да, который сделает вам предложение. Так, еще я хочу сказать, что у вас будет момент, когда вы, ну, будете стучаться в дверь достижений, понимаете, тут как ни крути, да, вот. Может, это связано с работой, может быть связано с какими-то важными делами, решением, скажем так, важных дел. Вы будете именно очень настойчивым человеком, и вам придется пройти несколько каких-то дверей, да, вот высоких дверей. Это могут быть суды, это могут быть государственные учреждения. Я вижу, что вы их проходите, и это замечательно. Это просто замечательно. Здесь я вижу у вас сомнения. Сомнения относительно себя, относительно того, что вы там можете, умеете, знаете. Тут как будто бы человек немножечко потерялся. Эти сомнения, они основа всему. И знаете, что у вас вот эти сомнения, они просто вам закрывают глаза, да, засоряют, бросают там песок в глаза, да, и вы не видите истины. А истина прямо перед вашими глазами находится, да, вот этот новый путь истины. Так, еще привязка к прошлому, очень сильная привязка. Почему-то это прошлое, я не знаю, это человек, который от вас отвернулся, человек, который от вас прячется. И вы держитесь за этого человека, вы держитесь за это прошлое. И не желаете как-то посмотреть будущее, вы не желаете отойти от этого. Понимаете, здесь еще есть какая-то неоправданная надежда. Здесь, ну, скажем так, обувь, да, какая-то нога, которая смотрит, во-первых, влево, во-вторых, ее уже половинки и нет. Да, какая-то неоправданная надежда, которая вас очень тяготит. В принципе, да, вы понимаете, что это неосуществимо, что это из разряда, не знаю, каких-то сказок. Но тем не менее, вы почему-то, ну, до сих пор упорно держитесь за эту мечту, за эту идею. Так, замки. Есть очень много замков, и причем большинство этих замков
Ну, я даже не знаю, как сказать, да, это ваши замки. Кто-то из вашей семьи мог на вас замок поставить, кто-то, вы сами могли, кстати, на себя замок поставить, кто-то из друзей. Понимаете, чего-то неаккуратно брошенное слово, что вот типа у тебя там не получится, не выйдет, не стоит, да, вас постоянно вот ограничивает и держит. Такая идет ситуация. Дорога, конечно, у вас непростая. Почему? Потому что вы себя как-то вот где-то блокируете, понимаете? Я вот не могу понять, в чем дело. Я вижу, что дороги у вас две, они какие-то равнозначные, они на разные сферы жизни, и судьба вас ведет. Даже, я бы больше сказала, какие-то моменты просто подталкивает, да, кого-то даже, может, и пинки дают, да, какие-нибудь волшебные затрещины посылает. Это я вижу. Я просто не могу понять, откуда эти замки у вас происходят. Ну, понятно, да, может быть, там родители что-то говорят, там мама, папа, там близкие люди, там, да, заставляют вас в себе сомневаться. Но, мои дорогие, так же тоже нельзя. Так и будете всю жизнь сидеть, в себе сомневаться, и ничего не выйдет. Ничего. Вернее, как, даже если вам все судьба даст на блюдечке, вот, пожалуйста, бери, вы все равно будете сомневаться, стоит ли мне брать, нужно ли мне вообще в этом всем участвовать, полезно ли это для меня. Здесь какие-то прям, знаете, сомнительные обстоятельства, по-другому я и не назову. Знаете, у вас вот флаг вашей жизни, вашего рода, вашей победы, он почему-то в другую сторону смотрит, в другую, да. Ветер дует в одну сторону, а он вообще в другую сторону развернулся, да, не по ветру. Так, мои дорогие, 4. Четверочка у нас идет. Четверочка мне говорит о том, что 4 периода времени, которые вас, скажем так, заставят пересмотреть обстоятельства, заставят пересмотреть свое отношение к жизни. И благодаря вот этим 4 периодам времени вы действительно пройдете все вот свои барьеры, свои собственные зажимы, замки, барьеры, которые у вас есть. Здесь у вас такой, скажем, молот есть, но он, опять же таки, перевернутый. Говорит мне о том, что вам в будущем, да, в будущем, когда вы станете именно на тот путь дороги, вернее, на ту дорогу, которая связана с вашей реализацией, с вашими, например, карьерой, бизнесом, вам придется поработать, вам судьба даст инструменты, благодаря которым, благодаря этим инструментам у вас действительно будет прекраснейший результат. Здесь у вас еще и коса есть, коса, которая сможет, ну, благодаря которой вы сможете очистить свою жизнь от всякой скверны, скажем так, да. Но опять же таки, да, это перевернутое состояние. Это тоже говорит о том, что, ну, пока нет, пока это не происходит. То есть я скажу вам так, я вижу, что у вас пути открыты, но момент петляния, он связан с тем, что вы сами себе какие-то квесты устраиваете, да, как будто бы вы сами себе выстраиваете препятствия, а потом их героически побеждаете. Здесь у вас, кстати, еще и букет есть, причем такой букет сердца. Счастье в любви, это все. Понимаете, я вижу очень много обещанного, да? Я вижу много обещанного, но пути к этому обещанному, они сплошь усеяны вашими замками, вашими зажимами и вашими же шорами. Мои дорогие, ну так тоже не стоит этого все делать. Это все вредно. Вы сами себя, скажем так, отрезаете от жизни. Вы сами себе усложняете эту жизнь. Вот в прямом смысле этого слова. Усложняете. Так. Ну, здесь мне понятно. Я вижу, что у вас хорошая, чистая судьба. Но мне не нравится, что вы сами себя как-то ограничиваете. Вот это мне очень-очень не нравится. У вас хороший ангел. Ангел хотел бы вам, ну, служить, помогать, наставлять. Но вы тоже как-то даже своего ангела игнорируете. Вот так вот идет. Давайте я посмотрю, к чему вас готовят. К чему вас готовят? К чему вас готовят? Так, ну к успеху вас готовят, мои дорогие, к успеху. Вас готовят к успеху, вас готовят к достижению. Совсем скоро
у вас будет какая-то такая ситуация, когда вам придется показать себя, на что вы способны, что вы умеете, что вы научились на протяжении всей своей жизни. Эта ситуация будет испытание на прочность, испытание на веру в себя и веру в свои силы. Связано это испытание будет с еще несколькими людьми. Это могут быть, например, ваши коллеги, ваши близкие люди, но тем не менее вы будете показывать себя. Тут может быть даже момент конкуренции, и даже может быть между двумя людьми борьба. Вот в прямом смысле борьба. И будете вы бороться с человеком, который в ваших же глазах, не в целом, а именно в ваших глазах выше, сильнее, мудрее, состоятельнее, там, не знаю. То есть вы считаете этого человека более там, не знаю, удачливым, более смелым, более сильным, чем вы. И вас толкнут, чтобы вы поборолись с этим человеком. Борьба, еще раз повторюсь, это может быть и действительно в прямом смысле вы будете бороться, и может быть где-то в себя свои права отстаивать, да, и себя показывать. Вот так вот идет. И я вижу, что вы выйдете из этой борьбы победителем. И когда вы это поймете, вы поймете, что вы чего-то стоите, что вы действительно человек, который может победить даже неравного себе противника. У вас, благодаря вот этой вере в себе, вот вы в центре этого песка, видите, такой маленький человек. Но, во-первых, он в домике, он под крышей, и, во-вторых, он начинает верить в себя, верить в свои способности и верить в свои силы. И это главное. Ваша вот судьба, смотрите, какая она чистая дорога у вас пойдет. Это ваша третья дорога счастья, понимаете, дорога вашего счастья. На нее не выйти, если вы не пройдете две, которые были до этого. Те дороги, которые вам даются для того, чтобы поверить в себя. А здесь восьмерочка у вас идет, 8. 8 периодов времени, и все, вы на дороге счастья. Через 8 периодов времени полное обновление вашей жизни, полная перемена и полная, вот прям, знаете, как нирвана, да, у вас наступит в жизни. Когда человек сам себя сделал своими собственными руками, несмотря на переживания, боли, проблемы, страхи, вы всего этого добьетесь, вы сами все это сделаете. Здесь, конечно же, вы могли бы намного быстрее, скорее пройти все, что вам отпущено, но, знаете, есть у вас какие-то особенности, может быть, особенности вашего характера, может быть, это какие-то врожденные черты, может быть, по карме, по судьбе. У каждого своя ситуация. Я вижу, что кто-то раньше, кто-то позже, но вы выходите на тот единственный правильный путь, который дает вам огромнейшее достижение. Мои дорогие, достижения просто вот феноменальное у вас будет. И будет у вас и любовь, и счастье. Смотрите, здесь такое сердце красивое, и здесь весы. И, понимаете, жизнь ваша станет гармоничной, сбалансированной. Вот это я вижу. Мне очень нравится то, что я вижу в будущем, но я вижу, что вам тяжело. Вам тяжело сейчас, потому что вы сами себя блокируете. Конечно, это странно, конечно, это глупо блокировать себя, да, завязывать себе глаза и пытаться там переходить дорогу, да, либо там бродить даже по дому. Но, понимаете, вот такой вот человек, вот такой. Пока вы там шишек себе не набьете, как вам правильно действовать, как вам правильно идти, вы как будто бы не принимаете чужого мнения, вы не принимаете чужих каких-то, не знаю, уроков, наставлений. Вы вот все на собственном опыте. Вот все, что там я прошел, да, вот то я и принимаю. Здесь у вас, кстати, нога. И я вам так скажу, что я вижу, что в будущем вот кто-то переедет далеко, и кто-то будет прям в каком-то очень невероятном положении. Человек вот прям лежит, наслаждается своими достижениями, да. Он доволен всем, у него все есть, перед глазами у него прям все прекрасно, и все это он делал благодаря своим рукам и благодаря своей голове. То есть где-то, может, далеко вы будете ездить, какие-то дальние путешествия, будете там отдыхать, наслаждаться всем тем, что вы вот сделали. Так, у кого-то я вижу прям такие, знаете, как, не знаю, снегоходы, что ли, они называются, да, вот такие лыжи необычные.
в будущем у вас будет какая-то невероятная идея, знаете, такая есть пословица «лыжи навострить», вот вы будете фокусироваться именно там. Но это будет связано не с вами, не с вашим достижением, а с тем, что вы другим людям захотите помогать. А это просто замечательно, мои дорогие. Так, готовит вас, конечно, к переменам феноменальным, готовит вас к тому, что вы не только сами крепко станете на ноги, но и будете в будущем помогать другим. Кто-то будет помогать материально, кто-то наставлениями, кто-то поддерживать, кто-то кто чем сможет, скажем так, да. И поверьте, у вас будет такое время, когда у вас будет все, и все будет настолько хорошо, что вам захочется действительно делиться вот этой радостью, вот этим счастьем с окружающими людьми. Мои дорогие, я желаю, чтобы это время поскорее настало в вашей жизни, и чтобы все у вас было просто замечательно. На этом все, мое гадание закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.